Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар, қадірменді Найза ТВ YouTube арнасының көрермендері, тікелей эфирде Найза Алпыс турнирінің баспасөз конференциясы. Олай болса, жауынгерлермен таныс болыңыздар. Кештің коумейн ивенті. Алаңның көк бұрышында Нұрбек Отар және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы Әділет Мамытов. Және кештің басты жекпе-жегінде өнер көрсететін көк бұрышта Сергей Сенгейм және оның қарсыласы Сергей Зубков. Олай болса, сөз кезегін Лига президенті Нұрбек Қарабалаға береміз. Ассалаумалейкум, құрметті барша спорт сүйер қауым, баршаларыңызды осы келген жаңа журналистер, қонақтар, баршаларыңызды көруге қуаныштымын. Мына экранның артында біздің жауынгерлерімізге үлкен жалынды сәлем. Біздермен бірге болғаныңызға көп-көп рахмет. Мінекей бүгін Найза Алпыс карды екі Сергейдің ортасында отырмын. Екі елдің батыр екенін көрініп тұр. Мықты үлкен жігіттердің бірі қасымызда Нұрбек пен Мамытов. Жақсы жекпе-жектер алдарымызда күтіп тұр. Енді мен көп сөйлей бергенше өшеден біздің модераторға сөз кезегін беріп, сұрақтарыңызды қоя беріңіз деп айтам. Сәттілік бәріңізге. Бірінші сұрағым Нұрбек Отарға. Нұрбек, ассалаумалейкум. Сіздің соңғы жекпе-жегіңізден кейін 1,5 жылдай өтті. Жалпы қазіргі формаңыз, настройыңыз туралы бір-екі ауыз сөз. Тренинг жасап, осы бір ай еркін күш клубында болды, Ақтөбеде дайындығым өте жақсы. Алхамдулилля. Өте әдемі жекпе-жек көрсетеміз, бұйырса. Дайынмын. Сіздің қарсыласыңыздың жекпе-жектерін көрген шығарсыз, жалпы оның мықты және осал тұстарын айтып кетсеңіз. Ол жайлы айта алмаймын, көрдім, қарадым, жақсы соперник. Мен сенбей болмайды. Өте жақсы жігіт қой. Және де бұл туралы айту әлі ерте шығар, бірақ та осы жекпе-жекте жеңіске жетіп, келесі жекпе-жекте мысалға Жұман Жұмабеков пен Нұрболат Абумен реванш алу туралы ойладыңыз ба? Жоқ, ондай ойлаған жоқпын. Бірінші осы жекпе-жекті аман-есен жақсы жетістікпен өтіп алайық. Сосын көреміз қалғанын. Алдын ала шешім шығарғым келмейді. Рахмет. Қайырлы кеш, Нұрбек мырза, сұрағым сізге. Жалпы Найза лигасында көптен бері... Нұрбек отыр, сол қайсы Нұрбек? Нұрбек Қарабала мырза. Көптен бері Найза лигасында қыздар арасындағы жекпе-жек болмаған. Жалпы сіздің осындай жекпе-жектерге көзқарасыңыз қандай? Жалпы осы Алматыға келгенше қыздардың арасында жекпе-жек өткізген емеспіз ау деймін да, өткізген жоқпыз, оған қарсы болдық. Одан кейінгі мына көрші елде Валентина Шевченконы көрдік, ар жақта тағы да көптеген жауынгерлерді көрдік. Валентина Шевченко мысалы келтіретін болсақ, Қырғызстанның жауынгері 6-7 дүркін белбеуін қорғаған UFC-дің. Енді әлем деңгейде әйел адамдардың арасында қарайтын болсаң, мықты жұлдыздардың бірі, мықты жауынгерлердің бірі. Өзі қарапайым мына көрші еліміздің бір туған қырғыз елінен былай қарасаң, дәл сондай Қазақстанда да потенциалы жоғары қыздар көп. Қыздардың арасында конкуренция ересек адамдардыкіндей болмайды, бірақ дегенмен оңай емес. Бірақ соның өзінде қыздардың арасында біздің Сора Рахмонова сияқты, Аян Тұрсын, тағы да басқа көптеген қыздардың арасынан біреу шығып 6 дүркін, 7 дүркін, 5 дүркін белбеуін қорғай алады ол спортта да. Біздің спортта да, біздің промоушнда да, үлкен одан биік тұрған промоушндарда да. Сондықтан енді бұл мен үшін өте маңыздысы, бұл жерде ана қыздар сондай биік шыңға жеткен кезде белбеуін қорғап, бүткіл теледидардан көрсетіп, бұл қазір Валентина Шевченко мына Қырғызстан елінде көптеген қыздардың, балдардың спортқа келуіне не болып жатыр да, себепкер болып жатыр. Дәл сондай біздерде, біздің тарапымыздан сондай жұмыс жасау керек, қыздар шығу керек, олардың артынан қыздар еру керек. Міндетті түрде шешініп жүру демес, басқа жаман нәрселер жасау демес, далада төбелесу демес. Спорт тағы да спортқа қатысуға тек қана мүмкіндік беріп, сондай жақсы бір мотивация беретін сондай жолмен қызық мен үшін. Сол үшін қыздардың жекпе-жектері мына бүгінгі таңда біздің картада төбелесетін қыздар өте тәжірибелі. Қазақстан жауынгері туралы айтатын болсақ, әлем чемпионы, қателеспесем, грэпплингтен, әлем чемпионы грэпплингтен. Енді ода бір өсіп жатқан сондай үмітіміз шығар, үлкен бір жұлдыз болуға, оның қарсыласы да осал емес, сондықтан бүткіл әлемге танымалы болуға толықтай мүмкіндіктері бар деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. У меня вопрос к ребятам главного боя вечера.
Два Сергея. Да. Кому из них? Сереге. Ну, нашему Сереге сначала задам вопрос. Что знаешь о своем сопернике? Смотрел ли его поединки? Как оцениваешь его бойцовские скиллы? И вдруг нашел какие-то, ну, наверняка уже знаешь, где минусы, где плюсы в его технике. Поделись, пожалуйста, и, в принципе, что с твоей карьерой? Ты возвращаешься в чемпионскую гонку или как? То мы тебя видим очень часто, то ты пропадаешь. Где ты вообще? Что с тобой? Расскажи. Всем здравствуйте. Да, бои соперника, конечно, смотрели, изучали. Соперник сильный, крутой боец. Представитель Панкратиона, я так понял, он является чемпионом мира и практикует БЖЖ. Вот, готовились полностью. Как бы я представитель боевого самбо, универсальная школа, готовимся и в стойке, в партере. Полностью, в общем, по всем аспектам. Ну, а соперники, какие минусы его увидел? Ну, минусы завтра посмотрим в клетке. Как бы готовились для себя, ну, есть пару заметок. А это 5-раундовый поединок, да, будет? Нет, 3. 3-раундовый, да, поединок? Ясно. Такой же вопрос вашему визави. Сергей, будьте добры, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, добро пожаловать в Алмату, Казахстан. Вы здесь не в первый раз? Первый раз. Всем здравствуйте. Как нам наш город, наша страна? Поделитесь впечатлениями. Впечатления только положительные. Все здорово. Организация, природа, как минимум. У нас в Сибири, к сожалению, еще в это время очень холодно. Вот. Здесь гораздо, так скажем, климат становится лучше. Не лучше, в смысле, что теплее. Что знаете о своем сопернике? Сильные и слабые стороны, если можно, будьте добры. Ну, что знаем о своем сопернике? Думаю, если далеко ходить не нужно, на него, если посмотреть, то после боя он может снять футболку и сразу выступить на чемпионате мира по бодибилдингу. Вот, это говорит о том лишь, что боец готов. Вот. Ну и мы тоже готовы, готовились. И в день боя покажем все, на что мы готовы. Спасибо большое. Добрый вечер. У меня несколько вопросов от наших подписчиков для президента лиги Нурбека Карбала. Скажите, этот турнир 60-й, номерной, юбилейный. Вы как-то готовите что-то особенное для этого турнира? Или это обычная для вас цифра? Знаете, до 100-й цифры мы пока юбилей не рассматриваем, и у нас нет юбилея, пока цифра не будет 100. Так что это, можно сказать, что очередной ивент 60-й. Будет цифра 100, тогда будем думать о юбилейном турнире, о таком масштабном, мега. Но вообще я уже привык, что каждое событие, каждый ивент для нас это что-то новое. Вот так, конечно, журналисты, там многие фанаты привыкли к каким-то громким поединкам, громким высказываниям, трэш-току и так далее, и так далее. На самом деле здесь такая огромная история. Два тяжеловеса, сильнейших, один с Сибири, другой с Казахстана. С Серегой нас связывает история такая далекая. В 2009 годах мы дрались на одних турнирах в одном же весе, только он там помладше возрастом был, и в молодежке я там по взрослым дрался. То есть для меня сегодня это как бы такое, можно сказать, я возвращаюсь в те дни, 2009 год, когда мы там даже в 2012 году мы с тобой на чемпионат мира, я помню, ездили, да? Ну, то есть в Москву, да, на чемпионат мира по боевому самбо, я помню, Хабиб дрался тут, на 74 килограмма. То есть для меня это реально событие. Событие, то, что вот у Сереги сейчас со своим соперником такой, можно сказать, второй бой после боя за титул, да? Спустя там 1,5-2 года, да, уже, да? И сейчас я думаю, что в карьере бойцов такой решительный момент, когда уже дальше будет предопределяться судьба этого дивизиона там, за пояс и так далее, и так далее. Отара мы знаем, не понаслышке, видели его в боях с Жуманом Жумабеком, очень крепкий поединок, хороший такой, кость в кость. Я считаю, что эти все поединки, они достойны названия такого золотой коллекции нашей лиги. И, естественно, не пару, я даже уверен, что 3-4 поединка мы увидим таких, которые там запомнятся нам надолго, и я с нетерпением жду этого карта, так что цифра тут не совсем роль играет для меня.
Еще вопрос по следующему ивенту совместным с Fight Night. Сможете какой-то анонс дать, какие будут главные бои, что вы ждете? Ну, там как бы основные бои уже заявлены. Это Сабит Чусупов со своим соперником, защита титула. Это Нариман Аббасов с Фанилем Рафиковым и Гасанов против Рузматова. 3 титула на кону. Достаточно такой интересный карт. 18 мая нас ждут реально зрелищные поединки, зрелищный турнир. Вот такие события можно назвать, знаешь, как бы с точки зрения медийности, с точки зрения бойцов. Ну, такие, которые там проходят, можно сказать, там 3 раза в год, 4 раза в год, такие большие турниры, да. Ну и есть очередные турниры. И вот я считаю, что это один из таких крупнейших турниров будет этого года. Тоже вопрос такой. Была информация, анонс, что вы подписали охранника Моргенштерна. Правда ли это? Действительно он будет драться в Лиге Найза? Охранника Моргенштерна. Охранника Моргенштерна. То есть охранник Моргенштерна. Я не знал, что он охранник Моргенштерна. Я знал его как парня Азиз, очень такого большого, как раз таки в весе вот, главного боя сегодняшнего карта. Азиз достаточно такой, ну, не сказать, что топовый, да, там супер топовый, но уже такой подрастающий, хороший, крепкий боец, который может о себе заявить. По совместительству он работает охранником Моргенштерна, но это для меня такое, как бы, особого значения не придает. В социальных сетях оно имело место быть, что говорили про это, но суть не в том, что он охранник Моргенштерна, суть в том, что он крепкий боец. Я думаю, достаточно такая интересная история получится. Правда, да? Последний вопрос. Была информация, что вы активно набираете вес 53 килограмма. Почему именно в этой весовой категории много новых имен? Наряду с тем, как UFC, например, отказываются от такого легкого веса. Помните поединок Багдата Жубаныша и Казбека Сагына, да? Как он шел, Багдад сидит, он до сих пор не согласен с этим мнением, что он проиграл. Но я скажу одно, это 2 сильнейших пацана в мире в своих дисциплинах. Рукопашный бой и ММА. 3-кратные чемпионы мира по этим дисциплинам. То есть в СНГ это означает заслуженный мастера спорта. Да? К ним в весовую категорию сегодня присоединились 5 пацанов. Из них, насколько я помню, 3 чемпиона мира по ММА. Это парни с Узбекистана, с России, с Таджикистана. Сейчас парень присоединился еще из Казахстана. 2 бойцов зашли, Абулкасым. То есть этот вес почти набрался до 10 человек. И все из них практически чемпионы мира. Мы хотим там устроить нечто такое серьезное, замес такой. Это казахстанский вес, это азиатский вес, это наш вес. У нас много таких бойцов. Ну, говоря об этом весе, я понимаю, что там будет очень... Он не интересен миру почему-то, но для меня, когда мы смотрели поединок Багдата Жубаныша и Казбека Сагына, вспомните, какие эмоции, да? Весь зал выражал, да? Вся страна, практически там все СНГ смотрел этот поединок. Он был интересен. И сейчас в этот вес присоединились как минимум 3 чемпиона мира по ММА. То есть это с России, с Узбекистана и, насколько я помню, с Таджикистана. Но еще и бойцы там с Казахстана. Мы сейчас еще с Китая хотим добрать. И этот вес сделать таким конкурентоспособным, мощным весом, который будет на весь мир показывать именно скорость, технику и такие супер панчи. Вопрос Нурбек Карбала. Пояс в тяжелом весе не защищали уже 1,5 года. Какая сейчас с ним ситуация происходит? Вот Сергей Зубков в прошлый раз как раз за него дрался в своем последнем бою. Можно ли сказать, что сейчас ребята, когда подерутся, тот, кто победит, будет претендентом на титул? Мы об этом не думали, чтобы этот бой был претендентский для нас. Но сейчас в ходе формирования карда, в ходе просмотра бойцов, ну, это дефицитный вес, надо сказать, ну, можно сказать, да, спокойно. И, ну, то есть не стесняясь этого. У нас есть бойцы, много. Сейчас у нас Акбар подходит. Ну, он играет в 2 весовых категориях. Еще есть бойцы, но при этом, при всем, там, Зубков — это яркий представитель этой весовой категории. Сегодня Серега, его соперник с Сибири, я смотрю, сижу между ними и понимаю, что конкуренция очень хорошая будет. Я думаю, что да, можно спокойно считать, что этот поединок предопределит. Победитель этого поединка будет драться с Адамом Хусейн за титул. Если же Адам Хусейн много раз писал мне по этому поводу, просто, знаете, реально малое количество турниров, оно не дает себе разогнаться, потому что мы там застряли в других весовых категориях. Сейчас хотим прям акцентированно заняться этим весом. Яркие представители нужны. И Сергею Зубкову вопрос. Если получится победить, то хотел бы ты реванш с Хусейном Адамовым, и понимаешь ли ты теперь, как его побеждать?
Да, конечно, хотелось бы взять реванш, отыграться. Но сейчас не заглядываю далеко. Вот рядом мой соперник. Сосредоточен полностью, концентрация на нем. Спасибо. Нурбек, вам вопрос. Если говорить о реваншах, вот у вас Нурбек Отар сидит, и его просто эпичный поединок с Жуманом Жумабековым. Планируете ли, есть ли такие мысли, сделать реванш этого, ну, если даже не реванш, то, ну, следующий, очередной поединок? Мне кажется, это было бы просто украшением любого турнира. Знаешь, Жуман в моем сердце такое имеет особенное место. Он дрался с первых боев. Если сейчас я Жуману позвоню и скажу, будешь драться, ну, не обязательно с Нурбеком, да, там, с кем-то, он обязательно согласится. Но Жуман, я думаю, достоин таких боев, можно сказать, звездных, да, там, с такого же рейтинга, с такого же уровня, и с такого же, я думаю, даже и возраста бойцами. Ему незачем сегодня тягаться с менее, ну, можно сказать, даже молодыми бойцами, которые там более голодные. Пускай они идут сегодня своей дорогой, и Жумана нет, не то чтобы нет, я еще, когда он дрался с представителем Кореи, ухо порвалось, я тогда ему предложил, давай завязывай. Да. У него сегодня есть роль в Найзе, он у нас ведущий. Я хотел, чтобы он работал, но он не хочет останавливаться. Я не хочу, чтобы он не то чтобы с сильными дрался, но во многих боях, в большинстве боев, мы не знали, кто выиграет, Жуман или его соперник. Вот честно сказать, сейчас я не хочу такие поединки устраивать Жуману, потому что предложи ему, он не откажется, он будет идти до конца. Но я не хочу видеть, как он там, допустим, он никогда не ломается, вот что мне нравится. Но не хочу видеть, не хочу видеть, как он будет проигрывать или там какую-то травму получит. Он красавчик, для меня он батыр. Если он захочет драться, ну, давайте. Если нет, если сам не предложит, не буду. Ты имеешь в виду с Нурбек Отаром? С кем угодно. Хорошо. Я лично не хочу ему поединки устраивать. твоей... Я хочу, чтобы он рядом со мной был в этой лиге. А чтобы завершил карьеру, ты хочешь? Я хочу так. Спасибо. Жуман, не завершай карьеру. Пока третью квартиру не получит, он не завершит. Он сейчас 2 квартиры получил в Астане, в Ахтау. Теперь 3-ю квартиру еще, я думаю, завершит. Мой вопрос адресован Сергею Зубкову. Здесь уже неоднократно упомянули то, что вы отсутствовали 1,5 года. А была ли какая-то причина вашего отсутствия? 1,5 года я отсутствовал. Иногда переносились бои, снимались там, срывались. Но я постоянно готовился, 1,5 года я не отдыхал. Я был на сборах в Таиланде, был на сборах в Екатеринбурге. Я постоянно в деле. Тогда он скажет, что Жандарбек трубку не брал. Вопрос вашему оппоненту. Сергей, считаете ли вы, что это станет для вас большим преимуществом в этом поединке? Отсутствие вашего соперника. Отсутствие боев за 1,5 года, да. Вы имеете в виду простой у соперника? Да. Ну, в любом случае, все такие нюансы играют свою роль. Вот. Тут будет смотреть больше внимания на ментальность, как он к этому будет готов. Вот. Каждый поединок, он лишь эту ментальность, так скажем, делает крепче. Вот. А когда такой большой, простой, это, конечно, все равно. Спасибо. Тогда, забегая чуть вперед, вопрос президенту лиги. Нурбек Агай на турнире на Западе 57. Было много фейс-ту-фейсов, Чектаев, Левандовский, Абзалиев, Гамач и так далее. Увидим ли мы эти бои в будущем? Ну, Абзалиев, Гамач уже готовится. Июнь месяц, семей. Вот здесь представители семей сидят. Мы уже ездили, смотрели арену. Ничем не хуже, чем это Алматы-арена. Только на 5000 зрителей. Я считаю, что такой яркий, зрелищный поединок. Дальше мы там и с Диаром хотим устроить, с его соперником из Бразилии. Ну и, конечно, Вандерлей, я думаю, достоин подраться за титул сегодня с Нурбеком Кабдрахмановым. Он выиграл 2 ярких таких представителей казахстанского ММА. Это Сүйек Асариева, это Жуман Жумабеков. И я думаю, он самый первый претендент именно в 66 килограмм сегодня оспорить пояс с Нурбеком Кабдрахмановым. А вот соперник Диар Нургжаева, Фернандо Родригес, он тяжеловес. Диар выступает в полутяжелом весе. Не хотите ли вы попробовать Фернандо в тяжелом весе? Знаешь, вообще вот в этом весе такого сильного различия нету. Все, кто
практически все, кто дерется в 93, вот Зубков тоже, допустим, Серега, я думаю, что его Сергей соперник тоже может на 93 согнать, в принципе, если захотят. И этот вес, он такой играющий. Я сам, в полутяжах выступал, я всегда весил там, 97, 98, 100. Допустим, кто в 93 выступает, они под 100, за 100 весят. Я так думаю, что для Нурдиара таких проблем сильных нету в этой весовой категории подраться. Наоборот, кто будет меньше весить, кто будет более собранный, тот будет, наверное, легче себя чувствовать в этом поединке. Рахмет. Әділет, сұрақ сізге. Ассалаумалейкум. Сіз қарсыласыңыздың жекпе-жектерін көрген шығарсыз, соның мықты жақтарын айтып кетсеңіз. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Мен бұл организацияда бірінші жолы, бірінші бойым. Соперниктен қаншамша бойларын көрдім. Жақсы. Біз бардығына даярдандық. Бұйырса ертең аны октагонның ішінде көргіземіз. Барыңыздарды келіп көріңіздерге шақырамыз барыңыздарды. Бұйырса жақсы бой, интересный бой болады деп обещать етем. Рубка бола ма? Ава. Рахмет. Будет рубка, спросил журналист. Он сказал, ава это, да, конечно. То есть завтра будет рубка. Сұрақтарыңыз аяқталған болса, Настердамға көшейік. Құрметті жанкүйерлер, көп рахмет. Сонымен, құрметті хандар мен мырзалар, найза 60 турнирінің көз түйістіру рәсімін бастаймыз. Алғашқы жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, first fight in a lightweight division, introducing fighting out of the blue corner from Bishkek, Kyrgyzstan, Ақжол Жолдашбекұлы. His opponent fighting out of the red corner from Kokand, Uzbekistan, Jamshid Shokirov. Ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division, introducing fighting out of the blue corner from Tashkent, Uzbekistan, Rustem Gencebayev. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Астана, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Беккелді Қарабек. The next fight in welterweight division, introducing fighting out of the blue corner from Tashkent, Uzbekistan, Osmanov Muhammad Khan. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner from Астана, Қазақстан, Жасур Бебитов. Қарсыласы өкінішке орай көз сүйістіру рәсіміне келе алмады, бірақ жекпе-жек ресми өз күшінде. Әрі қарай жалғастырамыз, келесі жекпе-жек орта салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in welterweight division, introducing fighting out of the blue corner from Қордай, Қазақстан, Ерік Естанов. His opponent fighting out of the red corner from Andijan, Uzbekistan, Ulukbek Ikashev.
Ladies and gentlemen, the next fight in heavyweight division, introducing fighting out of the blue corner from Qorday, Kazakhstan, Kadir Erasal. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent fighting out of the red corner from Tashkent, Uzbekistan, Ismail Sadulayev. The next fight in bantamweight division, introducing fighting out of the blue corner from Trabzon, Turkey, Neslihan Malaoglu. Your opponent fighting out of the red corner from Oral, Kazakhstan, қарсы алыңыздар, Karina Seysenova. We begin the main card fight and the first fight in strawweight division, introducing fighting out of the blue corner from Aqtobe, Kazakhstan, Davren Muhamediyarov. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent fighting out of the red corner from Astana, Kazakhstan, Bekjan Abelhasan. Ladies and gentlemen, the next fight in featherweight division, introducing fighting out of the blue corner from Skemmen, Kazakhstan, Marks Bakhmerey. Қарсылас өкінішке орай көз сүйістіру рәсіміне келе алмады, жекпе-жек ресми өз күшінде. Ladies and gentlemen, this is co-main event of the evening in bantamweight division, introducing fighting out of the blue corner from Atырау, Kazakhstan, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Нұрбек Отар. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы, his opponent fighting out of the red corner from Bishkek, Kyrgyzstan, Adilet Mamatov. Dear ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in a heavyweight division, introducing fighting out of the blue corner from Usolo, Sibirsk, Russia, Sergey Sengay.
opponent fighting out of the red corner. From Қарағанды, Қазақстан, қарсы алыңыздар. Сергей Зубков! Құрметті көрермендер, осымен Найза 60 турнирінің көз түйістіру рәсімі өз мәресіне жетті. Барлықтарыңызды Алматы аренада күтеміз.